На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. По поручению президента Бадры Гунба в Гудауте откроется дом-музей, где во время Отечественной войны народа Абхазии работал первый президент Владислав Арзенба. Материал Абаза ТВ по факту инцидента с участием российских политологов. В Сухуме открылась совместная выставка учеников Дома детского творчества «Айнар» и Липецкой художественной школы. Начнем выпуск с официальной хроники. По поручению президента Бадры Гунба в Гудауте откроется дом-музей, где во время Отечественной войны народа Абхазии работал председатель Государственного комитета обороны и председатель Верховного Совета Республики Абхазия Владислав Арзенба. Сотрудники УКС приступили к расчистке территории и подготовке к капитальному ремонту дома. Здание 1905 года постройки является объектом историко-культурного наследия. Решение о его приобретении и передаче государству принял президент Абхазии Бадра Гунба. В дальнейшем здесь откроется музей, который станет частью Гудаутского музея боевой славы имени генерала Дбар. Все работы будут выполнены с сохранением исторического облика здания. Учитывая историческое значение дома, в котором принимались судьбоносные решения для нашего народа, президент Бадра Гунба принял решение приобрести этот дом и передать его государству, чтобы открыть здесь музей, заявил пресс-секретарь президента Абхазии Алхаз Чолоку. Историческое значение этого дома, в котором принимались судьбоносные, без привлечения решения для нашего народа, дома, в котором во время Отечественной войны народа Абхазии работал национальный лидер Владислав Григорьевич Арзенба. Президент Абхазии Бадра Гунба принял решение приобрести этот дом и передать государству. Передать государству с тем, чтобы здесь открыть музей. Здание будет передано на баланс Гудаутского музея боевой славы имени генерала Дбар. Как вы видите, сегодня уже приступили к очистке территории, подготовке здания дома к капитальному ремонту. Президент считает, что этот дом имеет особое значение, символическое значение. Приходя сюда, когда здесь будет музей, представители молодого поколения должны почувствовать атмосферу того времени, дух того времени, ответственность тех, кто стоял у истоков нашего государства. И в первую очередь, конечно же, нашего национального лидера Владислава Григорьевича Арзенба. В продолжение темы в нашем эфире после беседы с кандидатом в депутаты Горсобрания смотрите авторский фильм Таира Кучуберия «Владислав Арзенба. Неизвестные хроники». Это 3 истории. Первая о резиденции председателя Государственного комитета обороны Абхазии в годы Отечественной войны народа Абхазии в городе Гудаута. Вторая о молебне на Святой горе Дедрепшныха. И третья о разграблении в кабинете первого президента во время политического кризиса 2004 года. Президент Бадра Гунба поздравил коллектив абхазского телевидения с Днем Основания. Абхазское телевидение занимает особое место в современной истории нашей страны. Оно стало не просто средством массовой информации, а важной частью общественной и культурной жизни Абхазии, свидетелем и участником всех ключевых событий, через которые прошел наш народ, отмечается в поздравлении. Глава государства особо отметил героическую роль сотрудников абхазского телевидения в годы Отечественной войны народа Абхазии. Телевизионщики с риском для жизни находились на передовой,
передавая правду о борьбе за свободу и независимость нашей Родины. Мы свято чтим память тех работников абхазского телевидения, кто погиб, исполняя свой профессиональный и гражданский долг, а также с благодарностью вспоминаем ветеранов, которые уже ушли из жизни, но оставили после себя славное наследие, отмечается в поздравлении. Гунба дал высокую оценку работе телевидения, которое продолжает выполнять важную миссию, формировать общественное мнение, укреплять национальную идентичность, быть зеркалом жизни страны. Конец цитаты. Президент пожелал коллективу абхазского телевидения вдохновения, творческих успехов и новых достижений. Пусть ваше дело и впредь служит укреплению государства, единства народа и продвижению образа современной, сильной и открытой Абхазии, отмечается в поздравлении. В нашем вечернем эфире смотрите ретроспективу материалов из архива Абаза ТВ разных лет, посвященных национальному телевидению. Кандидат в депутаты Сухумского городского собрания по округу номер 16 Беслан Барганчи сегодня в студии Абаза ТВ. На нашем канале продолжается проект «Теледебаты с кандидатами в собрание города Сухум» в прямом эфире, который реализуется при содействии Сухумской избирательной комиссии. Повтор прямого эфира теледебатов в записи вы можете увидеть в эфире Абаза ТВ после выпуска новостей, а также утром в 8:30. В пятницу 7 ноября в 12:30 в нашей студии должен состояться прямой эфир с кандидатами в депутаты Сухумского городского собрания по округу номер 17. В студии со мной Акуция Виктор Валерьевич и Шакая Давид Рузгенович. Не упускайте возможность узнать немного больше о своих кандидатах в эфире канала Абаза ТВ, чтобы 8 ноября сделать правильный выбор. Корреспонденты Абаза ТВ весь день пытались получить информацию о результатах проверки, которые проводит служба государственной безопасности по факту инцидента с участием российских политологов, работающих в Сухуме. Получить новой официальной информации пока не удалось, но председатель Сухумской избирательной комиссии Алмаз Джапуа прокомментировал случившееся. Подробности в репортаже Марианны Котовой. Устная жалоба от представителя одного из штабов кандидата в депутаты Сухумского городского собрания поступила в столичную избирательную комиссию о том, что некие лица срывают плакаты кандидата в депутаты. При выяснении обстоятельств стал известен адрес, по которому находятся заказчики этого процесса. Еще вчера вечером из штаба, из одного из кандидатов по новому району поступила информация, что некие люди срывают листовки. Причем массово снимают листовки. Штаб, который обращался, он еще не знал, в чью пользу это происходит. Он говорит, как мы видим, говорит, массово. Я говорю, только против одного кандидата. Нет, против почти всех кандидатов массово срываются листовки. Уже утром они сообщили, что были определены лица, которые этим занимаются, были найдены люди, которые этим, молодые ребята, которые срывали листовки. Штаб этого кандидата сообщил, что им платили деньги, и сообщил местонахождение этих людей. Назвали адрес и сказали, что вот в этом месте назревает конфликт, потому что группа оппозиционно настроенных людей, сейчас будет там конфликт. Мы и по тому, и по другому инциденту тут же обратились в УВД. Я позвонил в УВД и сказал, что есть вот такого рода правонарушения на местах. Там позвонил начальнику УВД города, сообщил ему эту информацию, на что он сказал, что эта информация уже у них есть, и они занимаются оперативным реагированием. В социальных сетях распространили видео, на котором запечатлены сотрудники так называемого штаба. Журналист, признанная в России иностранным агентом Нисфа Аршба, пообщалась с ними. При каких обстоятельствах было сделано видео, телеграм-канал не уточняет. Я общественный наблюдатель, пишу газету. Пишете в газету. В какую? Абхазский. Как давно? Где-то с августа. Где-то с августа. Вы с августа здесь находитесь? Да. Угу. У вас есть регистрация? Бейджик, как у Павла. Только бейджик, официальный документ о нахождении в Абхазии? Бейджик только. Только. Хорошо. Скажите, пожалуйста, в должности кого вы работаете в газете? Пишу ее. Вы редактор газеты.
Как давно, с августа вы редактируете газету? В избиркоме ситуацию со срывом листовок расценили как провокацию. То, что происходит, значит, эти пару дней, лично я расцениваю как провокацию, ни больше, ни меньше, потому что в отношении ряда кандидатов срывать листовки и заниматься провокационной деятельностью там, за 2 дня до выборов, это однозначно провокация. Люди, которые этим занимаются, очевидно, рассчитывали на какой-то ажиотаж, на всплеск эмоций, на то, чтобы, может быть, там выборы не состоялись. Иначе я не понимаю, какой характер был, какая мотивация вообще заниматься вот такого рода там провокационной деятельностью. Судя по видео, которое сняла Низ Фарашба, эти лица имеют отношение к газете «Абхазский вестник». Также одноименный телеграм-канал уже попал в поле зрения избирательной комиссии, так как нарушил законодательство, привлекая к агитации несовершеннолетних. Мы команда Абхазии, выбирайте наше будущее. В интернет-пространстве есть ряд роликов неизвестного происхождения, где несовершеннолетние занимаются агитацией, а не в пользу каких-то конкретных кандидатов, а в пользу вот этой организации, которая якобы существует, но по факту юридически нет. И мы пытались, значит, связаться с этой организацией для того, чтобы предупредить, что использовать несовершеннолетних в агитационном периоде. К сожалению, мы их не обнаружили, не нашли, потому что юридически они не существуют. Мы конкретное лицо, которое несет ответственность за агитацию, вот по этим видеороликам не нашли, не обнаружили никого, кто взял бы на себя ответственность за это видео. Также не удалось выяснить, есть ли организация под названием «Команда президента», о которой говорится в рекламных буклетах и интернет-публикациях. По словам Джапо, недоумевают по поводу своей причастности к организации «Команда Абхазии» и некоторые кандидаты в депутаты, которые вроде как попали в эту команду, сами того не зная. Команда Абхазии зарегистрированная организация. В данном случае внутри вот этого пространства речь идет не о команде Абхазия, а там есть лозунг «Команда президента». Да? Такого лозунга команда Абхазия не выдвигала, и в данном случае, насколько я понимаю, это какой-то... Я представителей команды Абхазии спрашивал, многих представителей, то есть ряд обозначенных кандидатов, они не являются членами команды Абхазии. И с кем конкретно связываться, мы в данном случае не совсем понимаем. Личностью так называемых политтехнологов заинтересовались в СГБ. По официальной информации, Служба государственной безопасности приступила к проверке по факту инцидента, произошедшего 5 ноября по улице Абазинской. Изучаются все обстоятельства инцидента, говорится в информационном сообщении. О результатах проверки будет сообщено дополнительно. Но, по данным из неофициального источника, лица эти уже выехали за пределы Абхазии. В этом месте произошел инцидент, о котором говорится в сообщении пресс-службы СГБ. Здесь задержали нескольких граждан России, которые занимались агитационной деятельностью. Также здесь обнаружили экземпляры газеты «Вестник Абхазии». Сегодня это помещение закрыто на ключ. Но если посмотреть внутрь, там еще сохраняется несколько пачек с газетами. Также мы вот здесь обнаружили рекламный буклет, в котором говорится о том, что... судьбу Абхазии решаешь ты, приходи на выборы, а также реклама кандидатов, которые идут от команды Абхазии. Новая официальная информация от Службы государственной безопасности не поступала. Не нашли мы обновления новостей об инциденте и в других новостных каналах. Но мы продолжим следить за ситуацией, а также попробуем больше узнать о новой газете «Абхазский вестник». Марианна Котова, Владимир Капуза, Абаза ТВ. Требуют от президента Республики Абхазия в рамках своей компетенции обеспечить необходимые условия для проведения честных и справедливых выборов в соответствии с законодательством страны. В своем заявлении общественно-политические партии и движения РПП, ФНЯ, ВСН и АКСАРА, РОО, АРО, АНД и Современное государство. В заявлении также отмечается: несмотря на многочисленные обращения и предупреждения о необходимости широкого политического диалога, исполнительная власть не предприняла никаких шагов для его организации. За последние полгода не было сделано ни одной попытки дать оценку ложным обвинениям Аслана Бжания в адрес граждан страны, интересы которых власть обязана защищать. Было очевидно, что столь вопиющая ложь не могла и не может быть принята обществом. Мы убеждены, что новое руководство страны должно незамедлительно снять с повестки дня российского
российско-абхазских отношений вопрос о мифических антироссийских силах в Абхазии, как наносящий вред народам России и Абхазии и дестабилизирующий политическую ситуацию в республике. Конец цитаты. Обсуждению изменений, которые планируется внести в законы о туристской деятельности и о государственном регулировании цен, посвящалось расширенное заседание парламентского комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям, состоявшееся 6 ноября. Председатель комитета Резу Зантари отметил, что в комитете решили провести специальное заседание, чтобы обсудить ситуацию в туристической отрасли, как прошел нынешний летний туристический сезон и какие изменения следовало бы внести в законодательство, чтобы увеличить объемы и доходность этой важной отрасли экономики. Сегодняшнего нашего дня – это по внесению изменений в закон Республики Абхазия о туристической деятельности в нашей республике. Как мы знаем, данная инициатива была проявлена со стороны Комитета по экономическим вопросам с целью определения, как прошел сезон и насколько мы сегодня с точки зрения законодательства можем быть и повлиять на тот туристический комплекс, который бы увеличил бы его объем, увеличил бы его доходность, да, с точки зрения оплаты денежных средств в бюджет. И еще несколько других организационных моментов, которые бы интересовало бы нас всех, включая всех участников этого рынка. Он достаточно находится у нас на лидирующей позиции. Мы понимаем, что Абхазия ориентирована на туристических мероприятиях, на этих услугах. И наша задача сегодня определить, мы четко понимаем, что у нас есть 3 месяца того самого бархатного времени, когда у нас жарко, когда у нас позволяет, и нам нужно действия какие-либо другие, которые могут увеличить этот сезон и на 3, на 6, на 9 месяцев и так далее, и максимально задействовать то прекрасное климатическое условие, которое у нас есть. Но мы четко должны понимать, что ни без вас, так же, как и вы без нас, не сможем найти ту золотую середину тех действий, которые нужно сделать и с точки зрения практики, и с точки зрения самого законодательства. Да? И одним из примеров можно сказать, что по прошедшему сезону мы должны хороший сделать анализ, дать хорошую оценку для того, чтобы в последующие годы те, может быть, ошибки не повторялись или они не были убыточными. Примером одной скажу тот демпинг цен, который произошел в туристическом комплексе, да, где какая-то часть сегмента, туристического сегмента, так называемый частный сектор, не смог заполнить свои места, то есть другие комплексы, которые восполнили и заполнили свои услуги, оказали свои услуги в полном объеме. И вот это интересный момент, который также нужно пообсуждать, и что нужно для этого сделать, кого нужно поддержать, или кого нужно ограничить, и нужно ли там какие-либо другие действия сделать для того, чтобы все это остановить. И вот этот комплекс вопросов, даже если мы выйдем за рамки нашего сегодняшнего повестки дня, то это не важно. Важно, что мы сегодня с вами встретились, важно, что мы сегодня с вами поговорились. Вы видите связь с законодательством, вы понимаете, что мы вас поддерживаем, вы понимаете, что мы вас слышим, и также мы вам дадим обратную связь. И поймите, и вы тоже нам нужны, потому что что-то мы сделали, мы должны понять, что происходит в тех самых местах, где сегодня этот проект официально реализуется. Министр туризма Астам Урлогу одной из главных проблем считает отсутствие современного закона о туризме. Об этом он сказал на расширенном заседании парламентского комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям. Мы подготовили проект закона, с которым хотим вас всех ознакомить в ближайшем будущем. А теперь, что касается конкретно этой ситуации. Я не могу не коснуться каких-то цифр, которые есть сегодня. Есть объективные причины. Июнь месяц, например, если мы говорим, он был чересчур дождливым, холодным. И я бы не сказал, что у нас в Абхазии было такое количество людей в июне месяце, которое мы ожидали. Это правда. И то же самое касается и майских праздников, и мая в целом. Но опять же, когда мы говорим достаточное количество людей, мы должны поделить и понять, для себя я так разделяю, например, это малые объекты размещения и крупные отели, гостиницы, которые сегодня работают с большими туроператорами российскими, представленными на абхазском рынке. Эти туроператоры нам точно друзья, а не враги. Я хочу сразу это подметить, чтобы у нас
даже на уровне разговоров на кухне не было никакого рода, знаете, таких выражений, потому что от этих компаний зависит успешность и развитие вообще в целом отрасли нашей и по привлечению, скажем так, гостей в Абхазию. Сейчас, буквально сегодня, должны последние данные мне передать, но насколько мне известно, я знаю, что здесь один из представителей находится с нами, насколько мне известно, по их данным, этот сезон превзошел предыдущий по количеству людей, которых они отправили в Абхазию. Депутат Инар Гицбо предложил внести ряд изменений в действующий закон о туристической деятельности. Предлагается понятийный аппарат закона дополнить понятием цикличного демпинга. Гицбо выступает за регулирование государством вопросов возможной недобросовестной конкуренции на туристическом рынке. Он также отметил необходимость обеспечить некую квоту конкуренции на рынке. Фестиваль «Маршруты здоровья» открылся в селе Мук. Как сообщает «Спутник Абхазии», мероприятие стало тестовым перед запуском спортивно-туристического кластера в восточной части страны в мае 2026 года. Оно объединит проекты участников конкурса «Гостеприимная Абхазия», ориентированные на развитие спортивного, приключенческого, этно-, гастро- и агротуризма. Маршруты и точки притяжения связаны единой логистической сетью, вдохновлены нардским эпосом и легендой об Абраскиле. В программе фестиваля велопробег, скандинавская ходьба, ралли, полет воздушного шара, национальная кухня, музыка, презентация буйволиной фермы, мандариновой террасы. Пеший маршрут протяженностью 32,5 километра пролегает от Абжуйского шоссе до Атапской пещеры и делился по сложности на 3 участка. Его можно было преодолеть на велосипедах, на электрокарах, пешком или бегом. Всего он включает 12 туристических локаций, площадки отдыха, буйволиную ферму, эвкалиптовую рощу, мандариновый сад, Атапскую пещеру и другие. Более 6,1 миллиарда рублей налоговых платежей поступило в бюджет Абхазии за 10 месяцев 2025 года. Это на 922 миллиона рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Министерстве по налогам и сборам. Плановые показатели составляли 5,6 миллиарда рублей. Фактические поступления превысили план на 11%. Специалисты управления капитального строительства продолжают ремонт дорожной инфраструктуры в Гудаутском районе. Ремонт дорожной инфраструктуры ведется как в рамках местного бюджета, так и в рамках инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. В рамках реализации инвестпрограммы на текущий момент проводятся работы по улицам 23 июля, Керас, Пушкина, по устройству КНС и напорных коллекторов, рассказал начальник УКС Демир Гамисония. У нас продолжается выполнение работ по Гудаутскому району по устройству дорожной инфраструктуры в рамках реализации инвестиционной программы. На текущий момент проводятся работы по улицам 23 июля, по улице Кераз и по улице Пушкина. По улице Кераз работы завершены, и по 2 перечисленным ранее улицам работы в процессе выполнения. Также продолжаются работы по устройству дорожной инфраструктуры по бюджетному финансированию. Это такие улицы, как Добровольцев, Гардские, Шамба, и благоустройство двора по улице Кистрикская. Помимо запланированных работ по дорожной инфраструктуре, также в Гудаутском районе производятся работы в городе Новый Афон по строительству 2-го этапа системы очистных сточных вод района. Проводятся работы по устройству КНС и напорных коллекторов между ними 1-го и 2-го этапа. Администрация города Сухум приступила к полномасштабной реконструкции улицы Басария. Ремонтные работы, которые ведутся по инвестпрограмме, включают в себя замену всех коммуникаций. Это водопровод, ливневые коллекторы, канализация, затем благоустройство пешеходной части, освещение, установка новых бордюров и укладка асфальта. Ориентировочная дата завершения всех работ – середина 2026 года. Благодаря этим работам в Сухуме появится еще одна благоустроенная, комфортная для жителей улица, рассказал замглавы администрации Сухума Константин Тарба. Администрация города приступила к полномасштабной реконструкции по улице Басария. Данная реконструкция включает в себя замену всех коммуникаций,
Это водоотведение, водоснабжение, ливневых коллекторов. Далее будет укладка асфальта, замена тротуарной пешеходной части, благоустройство данной улицы, освещение. Такая возможность появилась благодаря инвестпрограмме. На сегодняшний день Сухумский водоканал производит работы по замене водоотведения и водоснабжения. Данная улица на протяжении многих десятилетий, можно сказать, была очень в плачевном состоянии. Проблемные были коммуникации, подъезды были в очень плохом состоянии. Благодаря данным работам появится в городе Сухум еще одна очень благоустроенная, благоприятная и комфортная для жителей улица. О борьбе с майнингом. В городе Гудаута по улице Очимчирская сотрудники УКОН МВД и милиции общественной безопасности УВД по Гудаутскому району обнаружили и изъяли в подвале дома номер 17-45 выключенных майнинг-аппаратов, принадлежащих гражданину Кокускерия. В доме номер 12-15 функционирующих аппаратов по добыче криптовалюты, принадлежащих гражданину Маргания. Изъятое оборудование будет передано в Госстандарт Республики, сообщает пресс-служба МВД. 5 ноября в селе Ряб Галского района в доме гражданина Антия сотрудники таможенного поста ГАЛ и ОВД Галского района обнаружили 4 аппарата для добычи криптовалюты, установленных в ящике для подавления звука, а также контрафактные комплектующие к ним, 7 кулеров и неуправляемый интернет-коммутатор, сообщает пресс-служба ГТК. На момент обнаружения указанные аппараты были подключены к электричеству. Материалы по данному административному делу переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК. Внешняя политика. Посол Абхазии в Сирии Мухаммад Али встретился в Алеппо с директором управления по политическим вопросам этой провинции Ибрагимом, сообщает пресс-служба МИД. Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества, организации совместных общественных мероприятий и координации вопросов, касающихся абхазо-черкесской общины, проживающей в провинции Алеппо. Состоялась рабочая встреча уполномоченного по правам ребенка в Абхазии Мактины Джинджоли с исполняющей обязанности руководителя представительства Россотрудничества в республике Татьяной Степановой. В центре обсуждения инициативы детского омбудсмена, направленные на решение актуальных проблем кибербезопасности, цифровая грамотность, а также развитие системы психиатрической помощи несовершеннолетним. Участники подчеркнули, что защита детей от угроз в интернете является одной из самых актуальных задач. В рамках этого направления была рассмотрена возможность реализации совместных просветительских проектов, обучающих программ и мероприятий, направленных на формирование навыков безопасного поведения в цифровой среде у детей и их родителей. Особое внимание уделено вопросу организации и развития в Абхазии системы специализированной психиатрической помощи для детей и подростков. Тарас Хагба выступил на 13-м международном спортивном форуме в Самаре в сессиях, посвященных развитию национальных видов спорта и международному сотрудничеству, сообщает Госкомспорт. Он подчеркнул, что абхазские традиционные состязания являются частью спортивной жизни Абхазии. Сегодня в реестре видов спорта Абхазии зарегистрировано 15 национальных дисциплин, и интерес к ним среди молодежи растет, отметил вице-премьер, исполняющий обязанности председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту. Говоря о международном взаимодействии, он напомнил об участии сборной Абхазии в спортивных играх стран БРИКС в 2024 году и завоевании 7 медалей. Новости культуры. Сегодня в Русдраме имени Фазиля Искандера открылись гастроли Московского театра имени Евгения Вахтангова. На пресс-конференции, посвященной историческим гастролям, приняли участие директор театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок, народный артист России и Абхазии, ректор театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев и гендиректор театра имени Искандера Ираклий Хиндба. Подробности в наших ближайших выпусках. Произведения абхазских поэтов опубликованы в российском альманахе «Рукопись». Презентация 47-го номера престижного международного литературно-художественного журнала «Альманаха», в который вошли произведения 5 абхазских поэтов, состоялась 5 ноября в Национальной библиотеке имени Папаскер. Организовал презентацию Союз писателей Абхазии. В разделе «Поэзия» под рубрикой «У нас в гостях поэты Абхазии» опубликованы стихи Вахтанга Абхазоу, Владимира Зантария, Илоны Квицини, Анатолия Лугула и Гунды Сакания с их краткими биографиями и фотографиями.
В Сухуми 5 ноября открылась совместная выставка учеников Дома детского творчества «Айнар» и Липецкой художественной школы. В экспозиции представлено более 80 работ юных художников. Проект давно стал традиционным и ежегодно проходит как в Сухуми, так и в Липецке. Репортаж Аристида Каракасиди. За каждой картиной не только труд юного художника, но и многолетняя история дружбы между Домом детского творчества «Айнар» и Липецкой художественной школой. Этот творческий обмен давно стал традицией. Выставки, встречи, совместные занятия. Все это объединяет педагогов и учеников, помогает расти и находить вдохновение друг в друге. Здесь выставлены курсовые работы, так скажем. То есть мы обучаем детишек в процессе обучения, то, что они создают. Эти же работы сегодня выставлены. Здесь есть и графические работы, здесь есть и в основном живопись, но в то же время здесь зритель может увидеть чисто академические рисунки, которые выполнили учащиеся Липецкой художественной школы. Все-таки школа, там программа более серьезная, чем, скажем, в студии. У нас студия, у нас детская, но самому старшему может быть 11-12 лет. А в школе уже более, вот этот этап студии, они уже прошли, там идет обучение на более серьезном уровне. В экспозиции нет деления на возраст или уровень. Все построено так, чтобы показать непрерывность пути, как и свободного детского творчества постепенно рождается осознанное стремление к мастерству. Именно это объединяет участников выставки из Сухума и Липецка. Данная выставка очень необычна тем. Мы сделали шаги развития ребенка, начиная от 5 лет, когда он занимается чистым творчеством, фантазия, выкладывает это на листе, и получаются очень гениальные работы. И далее уже потом, что происходит с ребенком? Он хочет научиться более профессионально и объемно изобразить объекты. И тут у него появляется желание учиться. И вот это вот академическое направление, чем мы, собственно, и занимаемся в городе Липецке, в нашей школе, и показано здесь, на этой выставке. Когда ребенок впервые видит свою работу на выставке, это почти как чудо. Будто мечта, нарисованная карандашом, вдруг оживает на стене. Для юных художников это важный и волнительный момент. Все рисунки я никогда не выкладывала из папки, только если посмотреть на них. Я не думала, что мои какие-то картины попадут на выставку. И, например, это Марлина. Я, наверное, буду приходить 3-й год называть ее. Дом детского творчества «Айнар» вновь стал пространством встречи, вдохновения и дружбы. Кто знает, может, именно здесь начинается путь тех, кто однажды определит облик современного искусства. Аристид Каракасиди, Владимир Капуза, Абаза ТВ. Магнитная буря накроет Землю в предстоящую пятницу и может стать самой мощной с начала года, сообщили в лаборатории солнечной астрономии РАН. Ученые уточняют, что к Земле направляются выброшенные Солнцем облака плазмы. По предварительным прогнозам буря может достичь уровня G4, G5 от очень сильной до экстремальной. Сейчас о погоде. В пятницу 7 ноября в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, атмосферное давление 762 мм ртутного столба, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 7 до 12, днем от 19 до 24 градусов. Температура морской воды 17 градусов, волнение морской воды слабое и умеренное, относительная влажность воздуха от 60 до 90%. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите на Абаза ТВ. До новых встреч в эфире.